Добрый день, коллеги. Спасибо, Дмитрий, за позитивный ответ, что ты согласился участвовать на нашей сегодняшней онлайн-программе. У нас онлайн-программа такой, мы без никакого подготовки сегодня сразу начали то, что случилось в Москве. Конечно, детально мы здесь не будем обсуждать, потому что все уже знаем. И спасибо тебе. Вот мы бы хотели узнать, и господин Кабири, наш лидер, тоже сегодня участвует. И несколько вопросов, которые мы имеем. И твои взгляды очень важны, потому что наши зрители здесь, большинство даже можно сказать, что русскоязычные, которые сейчас работают. Больше 3 миллиона у нас мигранты, таджики в России, вообще в Российской Федерации работают, зарабатывают. Ты, конечно, об этом хорошо знаешь, и твои взгляды наш очень важно. И смотри, пожалуйста, вот такой вопрос, что буквально после выбора после выбора Путина, можно сказать, да, вот началось вот этот бунт, и то, что это еще в столице, в Москве, в столице Российской Федерации, там то, что таким обширным месте, и то, что там и ФСБ, и другие, конечно, силовые структуры, там таким просто невероятно, что 4 человека из этого бунта, из этого террористического акта, они спокойно ушли еще 400 километров, и не знаю о таком, то, что сегодня, то, что мы по средствам массовой информации слушаем и видим, это что-то невероятное, и даже не верится. Вот твои взгляды мы хотели узнать, и потом, может, Кабири, наш лидер, господин, что-то там, вопросы другие будут ответы. Спасибо. Это Дмитрий Семенов, наш из города Вильнюса, журналист, активный журналист Дельфи, который Дельфи знаменита в Прибалтике. Все, конечно, мы от средств информации, то есть от Дельфи все знаем. Спасибо, Дмитрий, пожалуйста. Да, ну вот я сразу в самые последние вот рассуждения Кабири услышал, да, по поводу провала российских спецслужб. Ну вот, собственно, я как раз-таки думаю, что это не провал, скорее всего, это, наверное, такое, скажем так, намеренное закрытие глаз на все происходящее, да, потому что мы же видели о том, что реакция была, ну, спустя час только приехал туда спецназ в Москве, которая просто везде заставлена вот этими вот камерами, безопасный город, распознавание лиц и так далее. Каким-то вдруг образом удается людям, которых они подозревают в исполнении этого теракта, уехать и доехать аж до Брянской области. Ну, здесь вообще давайте посмотрим на те заявления, которые мы видели. Во-первых, мы сейчас все вспоминают о том, что США и ряд стран предупреждали, да, еще в начале марта о том, что теракты могут произойти. Но, правда, тогда говорилось о том, что это может произойти в течение 2 суток. Вот 2 суток тогда прошли с момента предупреждения, и все выдохнули и забыли. А вот я еще тогда говорил, что зря, на самом деле, выдохнули и забыли. И вчерашние события показали, что эти предупреждения, скорее всего, были не беспочвенны. Затем мы видим, что в течение всей ночи по тем заявлениям, по тем публикациям, по тем вбросам, которые появлялись в России, среди российских пропагандистов и Z-блогеров, очевидно, что у них шла такая борьба 2 начал, скажем так, да, они до конца не понимали, какую бы версию им основную выдать, чтобы все ее дружно придерживались. Появилась версия с ИГИЛ, и появилась версия, естественно, обвинения там Украины, Запада и всего прочего, да. Я именно с этим связываю, что и Путин долгое время не выходил до сегодняшнего дня, соответственно, со своим обращением. И плюс поздней ночью появилась публикация в CBS News, по-моему, в американском СМИ, со ссылкой на источники в администрации Байдена о том, что США рассматривают версию того, что это совершил ИГИЛ, и они предупреждали об этом российские спецслужбы, и они, соответственно, делились разведданными, и Кабири тоже сказал, что по вашей информации таджикские спецслужбы тоже предупреждали. Поэтому я думаю, что в итоге, в ходе вот этих вот длинных рассуждений, да, когда они решали, какой же версии придерживаться, они решили сделать гибрид вот из этих 2 начал. То есть что мы сейчас видим? Они решили показать версию о том, что это Украина руками ИГИЛ.
руками вот тех вот 4 выходцев из Таджикистана, которых они нам предъявили. И после этого как раз вышел Владимир Путин на камеры с своим 5-минутным обращением. После этого Симонян и все российские пропагандисты стали об этом говорить. Белорусские пропагандисты тоже стали об этом дружно говорить. Но здесь все равно есть ряд нестыковок. Да? Опять же, мы, если посмотрим то место, где задержали людей в этом автомобиле, в белом Рено, это место гораздо ближе к границе Беларуси, нежели границы с Украиной. Логичнее было бы предположить, что все-таки в Беларусь они ехали, а не в Украину. Здесь у нас есть еще путаница в показаниях. С утра же Владимир Путин созванивался с Лукашенко. Они явно договаривались о том, чтобы вот версию, да, чтобы не было путаницы в показаниях, что вот мы основную версию даем такую. Но путаница-то возникла все равно, потому что говорит посол Беларуси в России Дмитрий Крутой? Он говорит о том, что в Беларусь все-таки ехали вот эти вот граждане, и белорусские спецслужбы помогали, соответственно, в задержании. Ну и еще вообще много вопросов как бы по всей этой истории, которую мы видим. Во-первых, это вот показательная жестокость, да, которую мы увидели на кадрах, когда один из российских силовиков отрезает ухо одному из задержанных, которого они в лесу, судя по всему, поймали. Потом то, о чем говорил Кабири, половина из этих людей, да, 2 из 4, по-моему, не говорят по-русски, но очень плохо его понимают. И мы видим вот эти вот кадры первоначального допроса в момент задержания. Зачем их нужно было показывать? Когда ты спрашиваешь у человека год рождения, он у тебя не понимает даже этого вопроса, не может сформулировать по-русски, а потом ты продолжаешь ему задавать вопросы, где вы там сбросили оружие, в какой части, тут или здесь. Ну, явно человек тебе не ответит на этот вопрос без переводчика. То есть это нужно было для того, чтобы создать, видимо, некую картинку в том числе, я не знаю, может быть, какой-то ненависти со стороны российского общества. Я вот, между прочим, не исключаю, что на фоне этого в России сейчас будут увеличиваться мигрантофобские, исламофобские настроения, ну и украинофобские, они и так там уже, в принципе, на достаточно высоком уровне. И одно из последних заявлений, которое я прямо вот сейчас перед тем, как включиться в эфир, увидел, что в России заявили, что вновь рассмотрят вопрос о возвращении смертной казни. Ну, это к вопросу о том, а для чего это все нужно было. Да, знаете, вот ваш тезис о том, что, возможно, не то, что не хотели предотвратить этот теракт, я поддерживаю, потому что, к сожалению, задача многих спецслужб в мире, в частности, в нашем постсоветском пространстве, входит такая задача не только предотвратить эти теракты, но их еще контролировать и направлять в нужное русло, чтобы они были совершены в нужное время и место. Я боюсь, что если сейчас кто-то хочет еще обвинить Украину, но я боюсь, что таджикские власти начнут обвинять нас, что это мы совершили через ИГИЛ эти преступления в России. То же самое они несколько лет тому назад, когда ИГИЛ совершил теракт в Душанбе, они убили несколько западных туристов. Тут же через 2 часа таджикские силовики не то что убили, ликвидировали террористов, у них уже было заготовлено заявление, где они говорят, что в первоначальном заявлении не было вообще ни слова об ИГИЛ. Они сказали, что это совершила наша партия. Только после того, как сам ИГИЛ, они сами опубликовали, взяли на себя ответственность, они чуточку корректировали заявление, сказали, что это таджикская оппозиция, ПИФ, совершил это преступление через ИГИЛ. То есть то же самое сейчас такая версия идет, что якобы Украина или другая страна через ИГИЛ совершили это преступление. И знаете, вот я вспоминаю, в том году мой знакомый потом мне сказал, что там должно было состояться в Душанбе какой-то концерт за неделю до этого теракта в Душанбе, и с участием зарубежных гостей, звезд эстрады и так далее. Потом силовики отменили этот концерт за 10 дней, хотя билеты были уже проданы, приглашения отправлены, гости уже кто-то приехал в Таджикистан, звезды приехали. Сказали, что не будете проводить это мероприятие, потому что есть угроза теракта.
И через пару дней сами силовики сказали, что нет, вы можете все же сигнал отменили, можете провести этот концерт. Концерт состоялся в Душанбе, в столице. И через 2 дня этот теракт состоялся не в столице, а где-то 100 километров южнее столицы, в Дангарийском районе. То есть мой знакомый, эксперт, который хорошо знает кухню, знаком с спецслужбами, он сказал, что, скорее всего, они получили информацию, что этот теракт состоится, и причем в Душанбе, вместо скопления людей в концерте, но каким-то образом спецслужбы вместо того, чтобы предотвратить, они перенаправили как бы стрелку в другое место. Они были заинтересованы в том, чтобы этот теракт все-таки состоялся, но не так громко, не в столице, а где-то в периферии. И тут же они заранее подготовили всю сценарию, на кого свалить и кого обвинят в этом. Обвинят свою оппозицию, ни в коем случае не ИГИЛ. То есть сценарий очень знакомый по классической схеме. Я не исключаю, что этот сценарий повторилось и здесь, и в других местах. Да, ну, знаете, Мухиддин, если даже, знаете, вас обвинят, это же не противоречит одно другому. Знаете, вот вы где находитесь? Вы Я в Европе. Вот вы в Европе, Илхам Джон тоже в Европе находится. Ну вот вы в Европе находитесь, вот скажут, вот Запад заказчик, а организаторы, вот вы, таджикская оппозиция, вот Украина тоже в организации участвовала, ну и все. Я об этом говорю, что вот когда им дали информацию, что теракт состоится, таджикские спецслужбы, американцы и так далее, но можно было как-то получить подробности, предотвратить, хотя бы отменить там, в Крокус-Сити говорят, какое-то мероприятие было там. Обычно в таких случаях власти отменяют все мероприятия с участием многочисленных людей. То есть обычно так. Но почему-то это не было сделано. Но Дмитрий, я не собираюсь сейчас кого-то обвинять, потому что обвинять без фактов – это только гипотезы, это только версии. С учетом той информации, с учетом практики, которую мы имеем, к сожалению, не очень негативной практики, которую имеют наши спецслужбы. Ну, мы просто, конечно, мы же обладаем совершенно тем минимумом знаний, да, мы действительно можем только выдвигать гипотезы, ну, мы просто можем смотреть событийный ряд, который происходил и происходит. Мы только за эту неделю, да, увидели, опять же, очередную эскалацию, 2 суток подряд массированный обстрел Украины, заявление Шойгу о том, что будет увеличиваться численность армии, Песков, который говорит о том, что это теперь уже стало войной, а не специальной военной операцией, ну и потом вот этот вот теракт. Ну, как бы все это ложится в одну канву, а сегодня, как я уже сказал, они уже говорят о том, что вот вопрос смертной казни мы, конечно же, тоже возвращение рассмотрим. Ну, просто к вопросу о том, кому это выгодно, мне кажется, выгодоприобретатель один. А вот, Дмитрий, ты согласен с моим тезисом о том, что таджики в последние годы, в последнее время очень часто они фигурируют везде, во всех терактах в Иране, в России, в Стамбуле, вот недавно в Европе задержали группу таджикских мигрантов, тоже подозреваются в подготовке терактов. И мое мнение, мой анализ, моя позиция заключается в том, что таджикские власти, когда они закрыли кислород, и политический, и культурный, и религиозный, таджикским гражданам внутри страны, репрессировали кого угодно. И вот это разочарование в демократию, в мирных механизмах участия в общественной жизни, отсутствие свободы, религиозной свободы, тотальная коррупция, кумовство, местничество во власти, оно все это привело к тому, что молодежь стал приобщаться, стал присоединиться к различным радикальным группам. И сегодня мы имеем результат той политики, которая продолжается уже минимум 20 лет со стороны таджикских властей и с поддержкой руководства России. Вот мое мнение в целом о том, что почему таджики сегодня стали, вот слово таджик стал синонимом
Раньше это был синоним гастарбайтера, теперь оно стало синонимом террориста. Как ты считаешь вообще, вот этот тезис имеет право на жизнь? Ну, я думаю, что имеет. Здесь, конечно, вам виднее. Но я просто его нисколько не оспариваю. Я вполне предполагаю, что действительно такая причина может быть. Но я бы еще здесь добавил, может быть, к этому, только если мы уже говорим конкретно о России, да, о таджиках в России, а не о таджиках в Европе. Потому что в Европе все-таки есть правоохранительная, судебная система, и здесь просто так навесить там на невиновного человека что-то нельзя. А если мы говорим о таджиках в России, ну это же совершенно просто сделать. Я сейчас не про конкретных вот этих 4 людей, которых задержали, да, я не исключаю, что они действительно причастны к этому теракту. Вообще в целом, если мы посмотрим безотносительно к вчерашнему событию, ну, опять же, просто же достаточно надавить на какого-нибудь там гражданина или выходца Таджикистана в России силовикам, которые, как мы видим, не все говорят по-русски, заставить подписать что угодно, подписаться под чем угодно, отрезать ухо, если надо надавить, да, как мы видели это на кадрах, и человек во всем сознается, вот и все. Да, к сожалению. Думаю, после этого всего пойдет новая волна мобилизации. Как вы думаете, Дмитрий? Да, скорее всего, пойдет. Ну, в принципе, уже до этого же, как я уже говорил, во-первых, Шойгу сказал о том, что будет увеличиваться армия, 2 новых общевойсковые армии создадут, а это военные эксперты говорят, что порядка 200 тысяч дополнительных человек им нужно набрать, но появлялись еще публикации в издании «Верстка», тоже со ссылкой на свои источники, о том, что к лету они планируют набрать как минимум 300 тысяч человек для того, чтобы пойти наступлением снова на Харьков, но все эти публикации, которые появлялись на этой неделе, вот эти вот цифры, которые мы называем, это все-таки не тотальная мобилизация, да, согласитесь, там 300 тысяч в 140-миллионной стране, это такая частичная, как бы, да, плюс там они там на контракт будут, видимо, зазывать опять людей стараться там деньгами, срочников заставлять, давить на них, чтобы они подписывали контракт, ну и кого-то по мобилизации возьмут. А вот иммигранты, наверное. Да, иммигрантов, новоприобретенных граждан, тех, кто вот паспорта получили. А вот теперь-то как раз, вот теперь-то уже может и будет говорить о тотальной мобилизации. Все-таки война же, как говорит Дмитрий Песков и Дмитрий Рогозин тоже после вчерашнего теракта сказал, война, если кто-то еще не понял. Я думаю, что мигранты, в частности таджики, оказались в очень сложной ситуации. Они сейчас психологически для того, чтобы доказать свою лояльность России, патриотизм, особенно те, которые получили недавно российское гражданство, а это ежедневно 600 таджикских граждан получают российское гражданство. Если до войны в Украине было 410 ежедневно, сейчас более 600 человек, 600 таджиков, таджикистанцев получают гражданство. И сейчас они уже как бы психологически для того доказать свою лояльность, патриотизм новой родине и для того, чтобы не быть депортированным, чтобы его паспорт не аннулировали, а такая угроза, такая опасность есть, они вынуждены будут это доказать в войне, с участием в войне против Украины. То есть, возможно, половина этой мобилизационных ресурсов будет из числа мигрантов. Ну, а даже если... Да, Дмитрий, да. Ну, я просто, да, даже если среди этих людей, которые вот паспорт России, выходцы там с Центральной и Средней Азии получают, да, даже если среди них есть те, кто не захотят пойти, то мы же видели различные рейды, как их вылавливают. Вот, кстати, на этой неделе в моих родных Чебоксарах, опять же, там ОМОН, силовики ворвались там в какой-то торговый центр или склад, положили всех в пол, посадили всех в автобус и повезли в военкомат, как бы, так что найдут. Да, я боюсь, что просто скажут, что ну хорошо, не пойдешь воевать, ты будешь обвинен в части, у нас как раз идет кампания по выявлению поимки террористов, сообщников, ты будешь одним из них. И у человека не остается другого выбора, как подписать контракт или договор, что угодно. Тут к нам в студию подключился Устод Тимур Вархи. Добро пожаловать, Тимур. У меня один вопрос, и я оставлю студию Ако Тимуру на несколько минут. Вопрос у меня такой, и к Дмитрию, и Устод Кабири, и, может быть, как и Тимуру тоже. Как вы думаете, в СМИ, европейских СМИ,
европейских СМИ и плюс к политическим кругах Европы. Как будут реагировать на эти действия, на этот теракт в целом и на то, что таджики причастны к этому? Пожалуйста. Вопрос ко мне? Да, вам, как к представителю СМИ, как вы думаете, европейские СМИ, как на это все реагируют? Здравствуйте, добрый день всем коллегам и всем, кто нас смотрит. Я, во-первых, хочу выразить свои соболезнования близким погибших и пострадавших, и гражданам Российской Федерации. И хочу также свое чувство выразить, чувство, ну, не то чтобы извинения, я не могу извиняться за подонков или обманутых, вот, но тем не менее я очень потрясен, я шокирован и удручен тем фактом, что в этом ужасном преступлении приняли участие граждане Таджикистана, мои земляки. Это прежде всего, что я хочу сказать. Во-вторых, я думаю, что мы пока недостаточно владеем всей полнотой информации. И очень много будет зависеть от того, насколько полна будет информация и насколько она будет близка к объективной картине того, что произошло, и насколько будут ясны те подводные течения и рычаги, которые привели к этой трагедии. Поэтому я пока не берусь, не взялся бы судить, как европейская пресса расценит все произошедшее. Я думаю, это все будет в динамике происходить, и будет происходить корректировка по мере пополнения картины. Что касается моего личного отношения, моего на нынешний момент восприятия ситуации, несмотря на неполноту информации, у меня есть небольшой опыт освещения событий в России с 90-х годов. Я был, так сказать, свидетелем и освещал очень многие теракты в России. И непосредственно я освещал теракт на Дубровке в прямом эфире русской службы BBC. И я также был свидетелем трагедии в Беслане. Поэтому у меня ощущение, что это, как говорят, модус вивенди, тот же образ действия, который присущ, скажем, не только ИГИЛу, как его пытаются преподнести, но и также российским спецслужбам. И захват театра на Дубровке, и сопровождение террористов в Беслане осуществлялся ФСБ. Был там Ходаков такой в Беслане, руководитель этой банды, которого ФСБ долго вела и, значит, и задерживала, и отпускала, и так далее, и так далее. И этим боевикам был предоставлен зеленый свет для проезда по федеральной трассе до Беслана беспрепятственно с оружием, вооруженных до зубов, ни один пост их не остановил. И так далее, и так далее. Там много, значит, также я был свидетелем того, как после терактов, значит, в театре на Дубровке, в здании РИА Новости, в здании, вернее,
департамента информации МИД на Зубовском бульваре нам, журналистам, втирали, значит, показывали какие-то, значит, железяки и говорили, что боевики могли их взорвать в любую минуту и так далее, что весь театр на Дубровке был начинен взрывчаткой и так далее. В то время как мы знаем, что в Москве невозможно проскочить, муха не проскочит, тем более любое лицо неславянской национальности незамеченным не проскочит, а тем более вооруженное, да, и с тоннами оружия и так далее, с автоматами. Это совершенно из области фантастики. Вот, значит, я полагаю, что те наши граждане Таджикистана, которые оказались орудиями в этом страшном преступлении, страшных людей, были использованы в темную. Я видел несколько роликов, где, значит, таджик говорит, что он не знает, кто ему заказал, кто ему платил, кто ему поставил оружие. Значит, это мог быть кто угодно, но более всего, значит, на это способны именно российские спецслужбы, значит, незамеченно поставить оружие, незамеченно, значит, остаться за кадром и руководить этими обманутыми, глупыми, бесправными людьми, темными людьми. И я вообще даже не исключил бы, что это совместная операция Путина и Рахмона по использованию таджиков, по использованию, значит, так называемых верующих. Но на самом деле ими двигала здесь, просто ими двигал страх, ими двигала, значит, ну, материальный какой-то интерес. Это совершенно не укладывается в голове. Нормальные люди на это не способны. Грамотные. Извиняюсь, то есть вы хотите сказать, что это Путин и Рахмон совместно договорились как бы против Украины? Ну, как Россия представляет информацию, она говорит, что это сделала Украина, типа она соучастница вот этого теракта. Ну, раз Рахмонов, он в курсе дела, значит, он тоже заодно с Путиным. Ну, мы же знаем, что Рахмон отправил в ИГИЛ целого полковника, командира ОМОН МВД. Да. Полковника Гульмурод Халимова. Полковника Гульмурода Халимова отправил. И мы также знаем, что российские спецслужбы об этом писали. Он обучался, кстати, в России. Да. И российские спецслужбы, и таджикские спецслужбы инфильтровывали, значит, отправляли с заданиями в ИГИЛ своих агентов. Об этом писали независимые российские средства массовой информации несколько лет назад. В Ингушетии, в Дагестане задерживали провинившихся, значит, молодых людей, сажали их на какой-то крючок зависимости, шантажировали их, значит, давлением на их родственников, вручали им готовые заграничные паспорта и отправляли в ИГИЛ. Значит, и тем самым, и вообще, если ИГИЛа бы не было, его бы стоило придумать. Это отличное вообще орудие для спецслужб Путина и Рахмона, значит, использовать ИГИЛ в своих темных делишках. И то, что российские государственные источники стали говорить, что якобы, значит, обвинять Украину в этом, да,
Ну, это явка с повинной, да, это явка с повинной. Значит, они выбрали двух, значит, одним ударом двух зайцев. Значит, Украина и таджики-мигранты. Ну, прекрасно. Ну, то есть это на самом деле открывает карты. Кто за этим стоит? Салимджон? Да. Так, что тему, если вы заканчивали, я хотел бы Дмитрию Семенову, вот как наш гость, один вопрос задавать, так как Дмитрий чуть знаком от российской оппозиции. И вот насчет этого инцидента, который произошел вчера, как взгляд у российской оппозиции, какие реакции у них? Можно вот об этом сказать? Ну, вчера же были сделаны ряд заявлений. Тут давайте сразу скажем, что мы сейчас российскую оппозицию тоже должны поделить как бы на, ну не знаю, на две такие большие, наверное, части. Еще есть подчасти. Да. Во-первых, есть вооруженная российская оппозиция, это российские добровольцы, которые воюют на стороне ВСУ, Сибирский батальон, Легион Свободы России и Русский добровольческий корпус, которые, соответственно, все оперативно вчера сделали свои заявления, что мы здесь вообще ни при чем, не имеем к этому отношения, мы с мирным населением не воюем, у нас такой цели нет, в отличие от путинских оккупантов. Потому что была такая одна из версий, что вот сейчас вот на них и повесит как бы это, тем более учитывая, что как раз в в течение полутора недели перед терактом они проводили операцию по освобождению России на территории Белгородской и Курской областей. Есть политическая часть оппозиции, и она тоже делится на две части. Есть часть, которая готова поддерживать и объединяться вооруженных добровольцев. Это прежде всего Форум Свободной России, Гарри Каспаров, это Марк Фейгин, это Илья Пономарев, да. Есть политическая часть оппозиции, которая не готова поддерживать вооруженное сопротивление. Это соратники Алексея Навального, это Михаил Ходорковский, Максим Кац, ну и, в общем, и так далее. Ну, Форум Свободной России тоже выпустил вчера свое заявление. Ну, заявление в политической части оппозиции, оно в том, что политическая часть оппозиции не поддерживает террористические методы ведения войны. Ну и, соответственно, опять же, прослеживается мысль к тому, что это выгодоприобретатель от этого, скорее всего, Путин, путинский режим и российская ФСБ. Вот я даже Тимура слышал, да, передо мной слушал, он предложил конструкцию такую, что, возможно, это такая связка Путина совместно с Рахмоном. То есть какие бы мы конструкции ни брали, да, я вот до этого предлагал такой гибридный вариант, что это, возможно, там они решили свалить на то, что это вот якобы Украина, но руками ИГИЛ, да, то есть какие бы мы конструкции, в общем, не брали, это может быть там связка ФСБ там с ИГИЛ, потому что, ну, не секрет, что исламистское подполье там, в том, что и же Россия, оно сильно инспирировано российскими агентами спецслужб, и теракт, кстати, в Нордосте тоже это предупреждает. В общем, во всех конструкциях ключевое звено – это российские силовики. Какие бы мы ни строили конструкции, силовики – это фундаментальная вещь. Вот, поэтому я считаю, и к этому, соответственно, мысль и идет у политической части оппозиции. Единственное, что мне не понравилось, если мы берем политическую часть оппозиции, которая не пока готова поддерживать вооруженное сопротивление, то у них вчера по горячим следам проскользнула такая мысль, которая мне очень не понравилась. Об этом написала Юлия Латынина, она вот очевидно прям написала открыто. Михаил Ходорковский написал более завуалированно. Они не исключали, что за этим может стоять Украина. Правда, Михаил Ходорковский через 2 часа, как больше данных начало появляться, сказал, что, ну, скорее всего, все-таки, конечно, это не Украина. Но то, что они саму мысль такую закладывают, что за этим она может стоять, мне это вот очень не понравилось. Дмитрий, если позволите, значит, я хотел бы сказать ремарку одну, что Юлия Латынина никоим образом не относится, на мой взгляд, к российской оппозиции. И Юлия Латынина давно уже себя дискредитировала и прямо и косвенно подыгрывает Кремлю по многим вопросам. Да, окей. Ну, я так широко, знаете, беру, я понимаю, что она даже и формально не является оппозицией, потому что она не политик, как минимум, да, но сейчас как-то в России принято в этот спектр запихивать и Максима Каца, которому тоже может много быть вопросов, ну, поэтому я так вот широко взял.
Салимджон, если позволите, прежде чем покинуть эфир, я просто хочу добавить, что вот на ваш вопрос о том, что как Европа вообще реагирует на это, и Да, конечно. вот в связи с участием таджиков, я думаю, что Европа и так уже без этого последнего теракта в Москве знаком с этим феноменом, с тем, что таджики так или иначе участвуют в различных террористических атаках там в Европе и за пределами Европы. То есть для европейских спецслужб и экспертов это знакомое как бы имя или сочетание. Но европейцы, в отличие от наших постсоветских экспертов или политиков, они стараются максимально осторожно относиться к информации, прежде чем объявить кого-то террористом или обвинять, они взвешивают все, они очень осторожно подходят к этому. Так что, но я не исключаю, что в будущем внимание к таджикам везде, по всему свету будет больше, в том числе и в Европе. Кстати, вот мне написала вот редактор «Фигаро», с которыми встречались недавно в Париже. Мы они интересовались нашей первой реакцией, я им написал, и мы договорились, на завтра у нас еще будет отдельный специальный разговор на эту тему. И тоже, то есть внимание уже есть. Конечно, хотелось, чтобы внимание европейцев к таджикам к нам было не по этим вопросам, не по этому поводу, а повод должно быть другое, или что-то позитивное, или хотя бы те проблемы, которые есть в Таджикистане, политзаключение, диктатура, нарушение прав человека и так далее. Но, к сожалению, получается так, что к нам обращаются за комментарием или за нашу реакцию только после таких громких террористических атак, то ли в Стамбуле, в Иране или в Москве и так далее. Тем не менее, я думаю, что, знаете, это сейчас такой момент, не надо быть циничным и не надо злоупотреблять этим терактом, но, на мой взгляд, чисто с практической точки зрения, настало время уже говорить везде, и с россиянами, с русскими, с российским правительством, с европейцами, с Китаем, на всех уровнях, что если мы действительно хотим бороться с терроризмом, в частности, для нас это очень важно с таджикским сегментом терроризма, то мы, вот, да, мы можем там арестовать, уши там отрезать пару людям, как это было сделано, расстрелять, но это не выход, это не решение проблемы. Мы должны искоренить причины, а причины, они внутри Таджикистана, в самой системе, в той ситуации, в той сложной социальной, экономической, политической ситуации, где находится таджикский народ. Об этом надо говорить в Европе, в Азии, на всех площадках, со всех трибун. Так что я думаю, что так, по-другому нельзя. Если вы позволите, тогда я покину эфир. Желаю вам удачи, желаю, ну, так, чтобы все как можно быстрее эта трагедия, как бы мы пережили до следующих встреч, до следующего эфира. И Дмитрий, огромное спасибо. Да, спасибо. Саламат бошед, дӯстон. Дар меҳмони мо будан роҳбари паймони миллии Тоҷикистон Муҳиддин Кабирӣ. Так, продолжим наш разговор с Ако Тимуром и Дмитрием. Так, я бы хотел спросить у Дмитрия, да, вот мне интересно то, что я задал вопрос к Ако Тимуру, да, Тимуру Вархи, насчет реакции СМИ, прессы, западной прессы. Мне вот сейчас интересно, да, вот, вы как сам представитель прессы, когда вы вот эту информацию получили, что таджики имели дело в этом теракте, как вы сами вот это приняли? Это как достоверную информацию или надо разобраться? Потому что, почему я такой вопрос задаю, про кремлевская пропаганда, она все берет, и вот эта информация, она как бы обширно так с разноцветными колоритом передает народу.
По вашему мнению, европейские СМИ как оно поступают? Да, ну, мне кажется, что европейские СМИ здесь, если мы берем сам факт вчерашнего теракта, то понятно, европейские СМИ отреагировали на него, как и на любой другой теракт в любой точке там, да, Европы или Планеты. земного шара. Да, если мы говорим о каких-то политических оценках, о какой-то аналитике европейских СМИ, то здесь как раз сложно было что-то делать по горячим следам, потому что мы даже не услышали официальную версию. Официальную версию мы сегодня услышали только сегодня, да, когда Путин вышел своим 5-минутным обращением после обеда, и после этого, соответственно, там силовые различные органы тоже начали делать. Я думаю, что вот на основе уже вот этой какой-то официальной версии, каких-то решений, которые в самой России на основе этого теракта, да, будут приняты, то есть использован теракт будет как повод, уже пойдет какая-то аналитика и какие-то политические оценки. Я думаю, что на следующей неделе мы увидим, как она будет реагировать. А что касаемо конкретно таджиков, мне кажется, знаете, поскольку здесь в таком дискурсе история разворачивалась, что вот то ИГИЛ взял на себя ответственность, то это оказалось фейком, а потом США вроде как предупреждали о том, что ИГИЛ готовит теракт в Россию. Вот когда речь идет об ИГИЛе, в европейских СМИ, как мне кажется, тут нет акцента на национальности. Ну вот ИГИЛ и ИГИЛ, там люди разных национальностей, и они как-то особо не акцентируют. Я думаю, так и здесь особо акцентироваться на этом не будет. Ясно. Спасибо вам за ваши ответы, за то, что вы приняли наше приглашение. Мы очень рады были услышать ваше мнение по этому поводу. Спасибо. Спасибо вам. Тимур, вот скажите, пожалуйста, вот на первый взгляд, таджики, русидам тема таджики, ведь мы таджики делаем, то мардуми таджики гуш мекунем бисёр. Дар нигоҳи аввал тоҷикон гӯё ки дар ҳамин кор даст доштанд. Вақте ки маълумотро мешунавем, мегӯяд ки ҳамин тоҷикон дар теракт даст доштанд, мардум қабул мекунанд ки тоҷикон даст доштанд. Аммо вақте ки баъд он навору фактҳоро тамошо мекунем, мегӯем ки сохта аст. Мисли ки сохта, ҳамон задан, гӯштро буридан, даст шикастан, ӯ бечора ба гардан гирифт. Мисли ки ҳамин хел аст. Он аз ҳақиқата ошкор намекунад. ҳақиқата ҳоли худи ҳамин ҷониби Русия ҳақиқата ошкор накардааст. Чунки вақте ки ҳамин аз ҳамон ҷое ки теракт шуд, аз ҳамон макон, ҳамон ҷое ки консерт шуд, касеро боздошт карда берун мекарданд, дар сараш маска надоштанд. ҳамон ҷинояткор, яъне муттаҳам дар сараш маска надошт. мо маъмулан медонем ки вақте ки полис як нафар дастгир мекунад, барое ки шахсияташ маълум нашуданаш, барои ба раванди ҳамин тафтишот халал ворид накардан, шахсияти ӯро пинҳон медоранд. аммо дар ин ҷо ошкор дар пеши ҳама расонаҳо, дар пеши ҳама мардум нишон дода рафта истоданд ки ҳамин одам ҳамин ҷиноятро содир кардааст. Ако Тимур, садои шумо нест, ако? Ага, хуб. Яъне саволтон чист? Савол кӯтоҳ. савол ин ки барои чи дар Русия як факти аниқу дақиқ надода истодааст ки дар ҳамон тоҷикое ки дар ҳамин кор гумонбар ҳастанд, яъне воқеан ҳаминҳо карданд. Чунки он чизе ки пешниҳод карда истодааст, он хабарҳо, наворҳо маълум аст ки сохта аст, фейк аст. Конкретни доказательства ки ҳамин одамо ҳамин корро кардан нест. бачаро дастгир кардан меларзад, чӣ хело метавонад рафта мардумро кушад? Ну, это стиль, во-первых, это стиль ФСБ. Если кто помнит, был такой случай одного киргиза, показывала съемка ФСБ, показывала, что, значит, она задерживала его на остановке, потом она его задерживала, дважды задерживали, однажды на остановке, другой раз, значит, он шел с поезда, и очень многие факты не сходились. И, значит, ну, очевидно было, что это инсценировка.
было очевидно, что это инсценировка ФСБ. И иногда людей для того, чтобы просто показать якобы, значит, террористов, они пугают, уговаривают там или еще что-то делают, в общем, и используют такие настолько небрежно, настолько коряво они используют это дело, что даже составляют такие бумаги, в которых в конце пишут вместо подписи, значит, подпись неразборчива. Ну, есть такие, это уже стало анекдотом, но на самом деле это такие ФСБшные ляпы показывают, что ну, ложь, она всегда безыскусна, ложь, она всегда груба, ложь, она всегда шита белыми нитками, ее легко видно, да, поэтому и в этом случае еще вечером по всем каналам, социальным сетям было объявлено, что террористы скрылись на белом Рено. И только Да. утром они его задержали. Они всю ночь его искали, и только утром они его, значит, обнаружили возле Брянска. Я сам еще в Телеграме написал, до того, как ложиться спать, значит, террористы скрылись на белом Рено, всем постам, приказ белое Рено не трогать, не задерживать. Таким образом, в то время, когда ОМОН не мог быстро отреагировать и добраться до Крокус-центра, и это было объяснено тем, что из-за пробок ОМОН не мог доехать. Террористы беспрепятственно покинули Крокус-центр, блокированный, окруженный со всех сторон. Сверху вертолеты летают. Значит, террористы беспрепятственно садятся в машину, и, значит, и в машине у них и там граната, и они не переодеваются, и, значит, и пистолет, и паспорта с собой. И они, значит, уезжают беспрепятственно, никаких пробок, никаких постов, да, в то время Да. как все дороги блокированы и посты стоят, они беспрепятственно на большой скорости, как один написал, значит, в Фейсбуке мой хороший знакомый, что их после этого должны принять Формулу-1. Да, я читал Да. этот пост. Да, значит, добрались беспрепятственно до границы, почти за 5 минут до канадской границы добежали, как у Эдгара По. Поэтому здесь все шито белыми нитками. Очевидно, и оружие им поставили, и беспрепятственно они уехали, и специально, значит, это белое Рено, как будто его специально отправляли в сторону Украины, значит, для того, чтобы, не доезжая до границы, его задержать, этих бедных, испуганных людей. Если нет, у меня нет стопроцентной уверенности, что на самом деле это были они были убийцы. Но если это были, даже если это были они, то как следует из этих видео, этих людей использовали значит, в темную. Конечно, сложно называть убийц, циничных убийц людьми, но у меня закрадываются большие сомнения, что простые рабочие, которые не имеют боевого опыта, проведения каких-то специальных вот этих вот операций террористических, что они действуют настолько смело, цинично и уверенно, не попадаются в руки, заходят, убивают
и охранников, и людей расстреливают спокойно. И стоят вот там. Там был один, я видел один отрывок видео, один стоит на балконе в такой форме, голые плечи, с лямками у него, значит, здесь штаны на лямках, и он стоит, у него белая спина. Этот человек, очевидно, не таджик, и он стоит и целенаправленно, спокойно кого-то стреляет. Для того, чтобы совершить эту операцию, такую операцию могли совершить только хорошо обученные люди, которые много раз убивали, которые были на войне, которые много раз убивали, которые хорошо обученные и хорошо организованная команда и хорошо подготовленная. Те люди, которых задержали, который стоял на коленях, потом тот, которого допрашивали, переводчица, женщина-таджичка допрашивала, переводила, они не производят впечатления Гурги Боронди, да, не производят они впечатления боевиков, значит, опытных, видавших виды, да, значит, обстрелянных боевиков. Нет, это какие-то... Они создают впечатление каких-то дворников, которых с улицы собрали, водителей неграмотных, не знающих военное дело. Это совершенно не похоже на правду. Я с вами здесь согласен на эту тему. 100%. Ну, посмотрим дальше, какая будет реакция у властей Таджикистана, ну, какое решение там выведет сама власть в России. Знаете, вот потом вот эти три случая, когда один, значит, объявили в розыск 11 человек, один из них оказался в Самаре, а двое других с ноября прошлого года в Таджикистане. Дома. Дома. Да, вот именно. Дома. Значит, видимо, я же говорю, это стряпается так грубо, так нелепо, так непрофессионально, потому что ложь стряпается, шита белыми нитками, и надо очернить, конечно, а кого очернить? Таджики — самая легкая цель, самая безобидная, самая забитая, бесправная, как говорят, Дейсои,